8 ноября в Сыктывкаре завершился 14-й международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Надо думать, что напряжение его организаторов спало, и можно спокойно подвести итоги. Сегодня у нас в гостях сама Ольга Сосновская, певица, и ее муж, продюсер Владимир Юрковский. Здравствуйте, Ольга Александровна и Владимир Иванович. Здравствуйте, Елена. Я предполагаю, что за неделю напряжение ваше, как организаторов конкурса, спало. Или я ошибаюсь, адреналин все еще гуляет в крови? Ошибаетесь, гуляет. Вы все еще под впечатлением, Да. вы все еще на эмоциях. Я не знаю, как все остальные, а мы под впечатлением. Что именно вас впечатлило на этот раз? Конкурс уже все-таки 14-й, опыт у вас гигантский. А вы знаете, с каждым новым конкурсом я не перестаю удивляться тем детям, особенно в этом году младшей группе, с 9 до 11 и с 12 до 14 лет, которые просто, я бы сказала, положили нас на обе лопатки, всех членов жюри. Потому что дети были настолько талантливые, настолько искренние, непосредственные. Я думаю, что многим взрослым певцам надо было бы поучиться у них артистичности, проникновению в образ и многому другому. При том разгуле попсы, который сейчас существует на телевидении, вообще в открытых источниках информации, откуда у детей вот эта тяга к классической музыке, с вашей точки зрения? В чем заслуга? Чья заслуга? Родителей, педагогов, кого? И родителей, и педагогов, и в том числе, я думаю, и нашего конкурса, которому уже в этом году наступил 21 год. И я думаю, это тоже своего рода какая-то такая творческая лаборатория, которая на протяжении уже многих лет мы общаемся, наши члены жюри общаются с педагогами, общаются с концертмейстерами, и к нам на конкурс приезжает все больше и больше участников. В прошлом году мы проводили в честь 20-летия нашего конкурса в 2 регионах, то есть мы вышли за пределы республики, и у нас конкурс проходил в Петрозаводске, 90 с чем-то участников было, и в Красноярском крае, в Красноярске, 101 заявка. Я считаю, что это действительно вот победа большая. То есть дети хотят петь, и не просто петь, а петь академическое пение, классическую музыку. Вы знаете, наш конкурс, он входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России с 2005 года. И в 2012 году сюда приезжал руководитель ассоциации, президент Андрей Устинов, он же главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». И, вы знаете, его слова очень лестные для нас в том, что он сказал, что наш конкурс очень стабилен, что в наше непростое время очень важно. То есть стабильность – это все-таки уверенность для участников в первую очередь, они знают. Потом история конкурса, которая у нас прослеживается достаточно очень четко, ярко, и мы всегда предоставляем полностью информацию, которая бы позволила именно отсмотреть вот этот долгий путь, да, жизненный конкурса все-таки с 93-го года, это большой возраст. И вот это все нам позволяет говорить о том, что мы сегодня очень сильно отличаемся и, даже не побоюсь этого слова, намного выше, не на одну голову, многих других конкурсов российских. И поэтому вот сегодня, когда наш конкурс закончился, вот уже пишут, звонят, отзываются о сегодняшнем конкурсе с благодарностью, с восхищением, говорят, что мы знаем, мы уверены, и мы обязательно еще раз приедем. Но, пожалуйста, приезжайте к нам. Во Владивосток, в Белгород, Красноярск, В Шанхае вы будете организовывать конкурс на чужой территории. Дома-то ведь вот исходя именно из этого опыта, знаете, конечно, безусловно, это была такая бредовая с моей стороны, да, идея, которую очень многие воспринимали как, ну, как, что, зачем. Но музыкальная среда, то есть вот руководители музыкальной академии в Красноярске, музыкальной школы, Петрозаводской консерватории, они все с большим удовольствием, с распростертыми объятиями нас принимали. Ну, потому что им нужен организатор, да, у них да, есть да. потенциал, у них есть площадки, им нужен мотор. Да. И, в общем-то, приезжая туда, я им говорил, я не собираюсь у вас сидеть постоянно. Если я дам толчок для организации, для идеи, для фантазии, и вы у себя сделаете подобного рода конкурс, я только буду за. Я читала отзывы участников, и они признают, что здесь у такого творческого конкурса очень серьезная политическая поддержка. Да. Мне кажется, это тоже существенное слагаемое успеха. Когда поддержка есть от Министерства культуры, это очень важно. Потом вот, если посмотреть в буклет конкурса, у нас всегда приветствие есть и от владыки
Петерима и от главы Республики Коми, что очень немаловажно, потому что это определенный, да, статус, определенный имидж и отношения, предположим, в определенных даже кругах. Вот. И это очень важно. Самое главное – это не уронить марку, не уронить планку, которая была задана в определенные годы, и она, к большому нашему удовольствию, удовлетворению, мы движемся всегда вверх. Но, видимо, поэтому вы гран-при не присудили в этом году, чтобы планку не ронять. Да, безусловно. Присуждение гран-при – это говорит о том, что на конкурсе появилась личность, маленькая звездочка, да, предположим, которая выделяется ярко от всех. Вы знаете, участников много, они сильные, но я еще раз убеждаюсь, опять же, с удовлетворением, я лично, да, как продюсер, что жюри у нас очень профессиональные, компетентные и правильные. Мы не разбрасываемся, что лишь бы дать. И не лебезит, опять-таки. Да, серьезные это очень требования. Важно. Да. И это, кстати говоря, очень многие вообще оценивают, а педагоги, которые приезжают уже несколько лет подряд, постоянно, привозя, предположим, разных, безусловно, детей, они едут именно говоря о том, всем окружающим, о том, что туда ехать надо, это честный конкурс, объективный. Ну и еще раз повторюсь, просто то, что у нас выложены все конкурсные прослушивания в интернет, это с 2012 года мы начали эту практику, это новая практика, в России такого нет ни на одном конкурсе на самом деле. Это позволяет оценить тем людям, которые не присутствуют на конкурсе, не в Сыктывкаре, вообще в любой точке земного шара, смотрят, отсматривают и видят, что да, действительно, насколько объективно то или иное награждение. Это очень важно. Ну, а для участников или для педагогов это дает возможность, как говорится, оценить свои возможности. Ага, готов ли я приехать на такой уровень конкурса? Могу ли я? Закончился 14-й конкурс, значит, уже началась подготовка к 15-му. Да, 8-го заканчивается, 9-го начинается. Есть понимание, куда двигаться дальше? Поедете в Шанхай? Вполне возможно. Очень заинтересовалась нашим конкурсом вот профессор Шанхайского музыкального университета Минхон, и мы сейчас будем прорабатывать этот вопрос. Единственное, что, ну так, для хохмы, я сказала, нет, это не будет международный конкурс, это будет закрытый городской. Да, там вы наберете участников. В Шанхае, понимаете? Вот. Ну, есть определенные, конечно, сложности. В любом случае, финансирование, очень важно его присутствие, да, наличие этого финансирования. Поэтому вот как получится, но перспектива достаточно серьезная. А я всегда вот восхищаюсь Владимиром в том плане, что он всегда у нас генератор каких-то новых идей, понимаете? Вот он, допустим, у нас началось это телефонное голосование по видео, да, которые отсматривают. 2 тура, все выкладываются видео, и потом при зрительских симпатий оценивается по тому, кто больше набрал голосов. И в этом году у нас девочка из Ухты. Из Ухты, да. Да, из Ухты набрала. Более 2000. Это же огромное количество, понимаете? Нет, вот Володя не успокоился, он давай придумать что-то новое. У нас теперь партнерские взаимоотношения с университетом, да? Да, у нас проходят курсы повышения квалификации, потому что педагоги на протяжении многих лет подходят, дайте нам какую-нибудь справочку, нам нужно для аттестации и так далее, для биографии своей, чтобы потом в портфолио сложить. Я говорю, ну это же у нас, ну просто справочка, да, она же нелегитимна для профессиональной аттестации. Ну хотя бы. И вот идею очень много я выносил, уже обсуждал, предлагал, говорю, давайте сделаем вот такие курсы официальные с вручением профессиональных, да, аттестаций, сертификатов вот этих. И я нашел поддержку у университета. Причем они очень заинтересовались. Почему? Потому что, ну, они проводят, безусловно, это их профессиональное, да, направление, курсы повышения квалификации и так далее, но они говорят, мы в отрасли искусства, да, культуры никогда вообще не работали. Давайте попробуем. Я уверена, что все у вас получится. Спасибо вам большое. Спасибо.